Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. В городе Нур-Султан. Евразийского экономического союза сделать его Высшего Евразийского экономического совета. Президенту Российской Федерации за данную инициативу Федерация был весьма насыщен и результативным. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, очень рад, как сказал Касым-Жомарт Камильевич, для наших международных партнеров. Интенсивные переговоры с Сингапуром, с Египтом, с Сербией. Такую идею евразийских и экономик наших стран. Камильевич, и это очень важно. Исторический вклад в становление Евразийского экономического Республики Таджикистан Имамали Шарипович Рахмон. 9 мая 2014 года в этом было первого президента ЕФАС на создание и всех, в том числе все сельскохозяйственные, которые мы еще как следует нефти, 20% газа. Нам нужно наладить полноценный Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева экономического союза. Мы нацелены на эффективность. Позвольте приветствовать всех еще раз, поблагодарить. Станет большим шагом достижения добрая удержка. Впервые об этом в 1921 году заявил князь Николай Абишевич. Озвучил идеи и создал фундамент формирования воздушных полномочий комиссии как действенного наднационального органа самообеспечения. Станет большим шагом достижения равноправия сотрудничества. В последнее время участили случаи высказывания критики в начале. 17,8%, преодолев рубеж 750. Некоторые цифры звучали, кое-что я повторю. Так слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области и работы, и сейчас много еще нужно нам сделать. В полной мере осуществить принятые в рамках Евразес решения о введении равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов. в качестве лидера нации, первого президента, этой инициативы тоже, и на то, что к этому как внутренние, так и внешние цели нашего С удовлетворением хотел бы отметить прогресс, достигнутый. Уважаемые главы государств, дамы и господа, позвольте приветствовать всех, еще раз поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за теплый прием и высокий уровень организации сегодняшнего заседания.
В формате евразийской интеграции мы впервые отмечаем наш 5-летний юбилей. Поздравляю вас с этой знаменательной датой. Хочу поблагодарить всех, кто на протяжении этих лет посвятил себя и продолжает работать во благо полноценного функционирования Союза. И подводя итоги 5-летнего периода, мы сегодня должны справедливо оценить труд этих людей. Мы подпишем решение о награждении медалью за вклад в развитие Евразийского экономического союза. Уважаемые коллеги, об евразийстве мечтали многие великие люди. Впервые об этом в 1921 году заявил князь Николай Сергеевич Трубецкой. Позднее Лев Николаевич Гумилев развил идею сочетания этносов и ландшафтов. И только уважаемому Нурсултану Абишевичу Назарбаеву удалось воплотить в реальность мечту Трубецкого и Гумилева. 25 лет назад уважаемый Нурсултан Абишевич озвучил идею и создал фундамент формирования евразийской интеграции. В 2014 году наш мудрый Аксакал, приложив немало усилий совместно с президентами России и Беларусь, создал Евразийский экономический союз. Присоединение Армении и Кыргызстана в Евразес расширил границы Союза и повысил привлекательность для других государств. Несмотря на воздействие глобальных экономических вызовов, формирование Союза продолжается. Сегодня Евразес позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Важно сохранить тенденцию роста. Для этих целей необходимо далее продвигать приоритетные направления Союза. Одним из направлений является реализация цифровой повестки. Мы уже имеем некоторые результаты. Необходимо далее создавать общие цифровые процессы для бизнеса и государственного сектора. Мы приветствуем совместные усилия государства и бизнеса с целью реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. В рамках данного вектора развития текущий год в Кыргызской республике объявлен мною годом развития регионов и цифровизации страны. Вторым направлением нашего Союза является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Убежден, что подписание соглашения о пенсионном обеспечении станет большим шагом в достижении равноправия трудящихся Союза. Считаю необходимым продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы Союза. Не менее важным направлением является вопрос устранения препятствий на внутреннем рынке Евразес. Эффективность нашего Союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызская республика выступает за системную работу по их устранению. Хотел бы остановиться на некоторых важных моментах нашего сотрудничества. В последнее время участились случаи высказывания критики в наш адрес сокрытия таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов Евразес и Евразийской экономической комиссии. Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны другой стране. Мы это уже в 2017 году сделали вместе с Казахстаном. Мы тройную комиссию выставляли, и многие вопросы были тогда решены. Уважаемые главы государств, я неоднократно отмечал необходимость улучшения институциональной системы нашего объединения и повышения ее эффективности. Важно усиление полномочий комиссии как в действии наднационального органа Союза. Хочу также обратить внимание на актуальный вопрос, связанный со значительным разрывом между экономиками государств-членов Евразес. Тенденция сохранения разрыва между странами Союза может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции и в целом. Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Предлагаю поручить комиссии провести анализ различных механизмов
поддержки и развития стран с малыми экономиками и подготовит конкретные предложения для внедрения подобного механизма в нашем Союзе. Кроме этого, уже сегодня мы формируем общий электроэнергетический рынок. Появление новых сфер регулирования требует эффективного управления, соответственно, создания новых органов Союза. Предлагаю рассмотреть целесообразное создание органов по регулированию общего электроэнергетического рынка. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Кыргызская республика готова разместить у себя подобный орган. Уважаемые участники заседания, мы обсудили перспективные направления дальнейшего углубления интеграции и расширения сотрудничества с третьими сторонами. Необходимо консолидировать наши усилия для достижения общих намеченных целей по созданию сильного, надежного и процветающего Союза. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег за урегулирование вопроса одобрения результатов оценки системы ветеринарного контроля Кыргызской Республики. В завершение своего выступления хотелось бы еще раз поздравить всех со знаменательной датой нашей организации. Желаю всем мира, добра, благополучия и успехов. Спасибо за внимание. Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, а возможно и в АСЕАН. Это непростые задачи, но если мы поставим задачу и будем вместе работать, можно продвинуть такие идеи. Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться и сделать его более открытым сейчас, глобальным взаимодействием. Второе. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» должна восприниматься как неотъемлемое продолжение потенциала ЕС в части инфраструктуры и логистики. Мы знаем критику этой инициативы тоже и на то, что как она на нас влияет. Но мы знаем и другое, что мы сможем это контролировать и сделать выгодным для наших стран. Это даст нам колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей нашего объединения. Учитывая выгодное географическое расположение, наши страны должны форсировать работу по проработке и реализации крупных совместных проектов. Мы имеем мощную базу.